Мае вам вітанне, як заўжды, мы распачынаем вандроўку, траекторыя якой збочвае ад цэнтральных шляхоў на ўскрайкі. Рухаемся разом наперед у минулое Житкальского района. Белорусский народ сохранил свою музыку, свою национальную культуру музыкальную в таком, ну скажем, пусть даже не в первозданном виде, но уже в несколько обработанном, но все равно ее сохранил. Это, конечно, является большим нашим плюсом. С другой стороны, мы немножечко ее стесняемся. Как мы стесняемся своего языка. Хотя вот за границей мы с ребятами между собой разговариваем по-белорусски, ну, когда надо, чтобы нас не поняли. И, в принципе, все к этому относятся очень хорошо. Поэтому дай бог, чтобы мы каким-то образом вот, откорректировали наше сознание таким образом, чтобы перестали стесняться своей народной песни. Гэткім чынам мы приехали ў вёску Запясочча. Будем знакомиться с тутэйшай историей и с мясцовым коллективом. Всем привет! Я, Кирилл Ермаков, готов поработать над новой аранжировкой народной песни. Будем искать подходящую для Ольги Рыжиковой. Скатилась колода с печи, ударила милому плечи. Гэткім чынам мы ў вёсцы Запясочча, што пад Жыткавічамі, здымаем тутэйшы фальклорны калектыў. Як і з чаго ўсё пачыналася ў фальклорным калектыве Запясочанка, што назваўся так у гонар свае родныя вёскі. Наш калектыў пачаў сваё існаванне яшчэ ў 1977 годзе. Кіраўніком гэтага калектыва і яго арганізатарам была Нікітенка Марыя Денисовна. Яна першай была і заўклуба, і кіраўнік калектыва. Няхай милы знае і кахае, няхай мяне позна, ды і не чакае. Безусловно, все знают Ольгу Рыжикову как участницу группы «Да Винчи», телеведущую, но открою секрет. Были у нее попытки и сольной карьеры. У меня было несколько песен, а если быть точнее, целых 3. Когда я работала сольно, скажу честно, для меня это было очень дорого, потому что купи песню, напиши песню, неважно, запиши фонограмму, оплати студию, аранжировку, сведение. В общем, это все было на тот момент неподъемно. Я решила работать в коллективе. А вообще самый первый выход на сцену, он был такой смешной. В общем, я готовилась дня 2, крутила волосы, начесывала, красила глаза там при помощи всех. Мама, тети, дяди, уже все участвовали, соседи, весь дом. Меня отправляли как будто бы, я не знаю, в космос, а я отправлялась всего лишь на рождественский концерт. Но это была телесъемка. В общем, я там была смешная. Теперь уже старых людей, якія ведаюць капельныя, колесныя, то есть, ну, фольклорныя песні, вельмі мало. Але стараемся, дзесьці знаходзім. У каго яшчэ бацькі жывыя, бабулі, дзядулі. Вось адтуль мы і бярем свае песні. Под конец стола сядзіць Мікола, святы вечор, головку склоніў, слёзаньку ураніў. Святы вечор, слёзанька упала, рэчанька стала. Святы вечор, а ў той рэчанцы купаўся Петро. Святы вечор, купаўся Петро, святе Рождество. Святы вечор, святе Рождество, радость принесло. Святы вечор. Кажуць, што Запясочча з'яўляецца прадмесцем слыннага горада Турава. Гэта толькі меркаванне, бо паходжанне назвы дагэтуль невядома, як і час заснавання самой вёскі. Адзінае, што можна сказаць дакладна, яна пачыналася з урочышча, якое называлася Запесач'е. Я
вёсцы Запясочча Жыткавіцкага района. Слухаем чароўныя народныя песні ў выкананні тутэйшага фальклорнага калектыву. Я ходжу, кветочки рву, веночки вью. Даруй же мне венка одного зеленого. Ой, рада б я даровать, дай боюся брата своего. Буде мене, братик, бить, дай некому отбороните. Волбушує, весну чує, девка плаче, замуж хоче. Не бушуй воле, напасешься, не плачь, девка, наживешься. Подаляно, слично пану, ой, чого ж ти тут ходиш? А вось чым ганарыцца ансамбль Запясоченка, давайте даведаемся разом. Ну, мы выступали, пакуль толькі по нашым раёне, яшчэ не паспелі далей праехаць, але я думаю, што гэта ўсё у нас наперадзе. Но узнагароды у нас ужо ёсць. У нас есть диплом 3-й ступени. Мы подтверждали звание народного и отрымали диплом 3-й ступени. Далее нам дали грамоту, потому что в 2012 году нам исполнилось, нашему коллективу Запясоченцы, 35 годов. Как всегда, поинтересуемся, есть ли у Ольги поводы для гордости, в том числе персональные? Ну, разумеется, есть. Каждый год отмечен какими-то событиями. В этом году я начала свой бизнес, занялась новыми видами спорта, в частности, это танцы в стиле румба и латино. Не знаю, может быть, скоро я начну двигаться как-то очень даже симпатично. Ну и пошла продолжать изучать английский язык. Разве это мало? А это наш мясцовый таки костюм. Вот неколи наши бабки, прабабки носили костюм туровского строя. Вот он так выглядает. Потому что мы лечились Запясочча, Туров, это лечились мяшчане, то есть городские жихары. А остальные селяне. И тому их этот костюм... И со стужечками. Вот селян, со стужечками. Да, адрознивался этим. Шили сами костюм. И вышивали. Нам покроили, а вот пошили и вышивки, это так само робили сами. Сваха свахне поклонилась. Сваха не поклонилась, чтоб на ленку не сварилась. Боленочка молоденькая, боленочка молоденькая, дай на сон нам народенника. Не будете я ей, як певень пее, не будете я ей, як певень пее, Бога тоже рано будь, а будете як пастух конижение, а будете як пастух конижение. Відавочна, што назва вёскі Запясочча пайшла ад слова «пясок», на які была багатая гэтая мясцовасць. Паводле пісьмовых крыніц вёска вядомая з 18 стагоддзя як паселішча ў Тураўскай воласці Мазырскага павету Менскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. Жыхары вёскі Запясочча з'яўляюцца нашчадкамі славутага славянскага племені драгавічоў.
У наваколлі вёскі ў 1952-54 годах вяліся археалагічныя раскопкі, у выніку якіх былі знойдзены могілкі 3-2 стагоддзяў да нашай эры. Ой, там на горе, ой, там на крутой. Мне почему-то хочется, чтобы на Евровидении, где многомиллионная аудитория существует, стабильно многомиллионная аудитория, и мы почему-то выходим и поем на английском языке, мне немножко это непонятно. Ведь стоит вложить деньги в то, чтобы 3 минуты Европа послушала красивый белорусский язык, красивую белорусскую песню. И совершенно не важно, каков будет результат. Если это будет красиво, это запомнится. Не лишнім будзе нагадаць, што сёння мы ў Жыткавіцкім раёне слухаем фальклорны калектыў «Запясочанка». Абды маліса, Откуль узяўся охотник стрелок, убил, разлучил пару голуба убил, голубку уловил, взял под полу, понес до дому, принес до дому, пустил до долу, насыпал пшенца аж по коленца, налил водицы аж по крыльцы. Голубка не есть, голубка не пьет, на крутую гору седла катите. Голубка моя сизокрылая, чего ж ты такая клопотливая? Ой, як же мне не клопотать, было ж нас пора, а я втирала. Асабіста мне вельмі цікава, чым адметная менавіта гэтая вёска, чым яна не падобная да ўсіх іншых. Кать, мы ўжо, мо яшчэ хто-небудзь памятае, але ўжо самі мы ведаеце, цяпер нет чом, таму што можна купіць у магазине ўсё. Альбо засталося шмат чаго нам ад бабуль, вось вы бачыце у нас тут, што засталося нам у спадчыну нашу. Ну, вязаць, шыць, вышываць мы таксама ўмеем. Правда, дзяўчаты? Да. Гаспадыні таксама добрыя, хоць і маладыя яшчэ. Няхай не знае, знае і кахае, няхай не позна, ды не чакае. Всегда интересно, в каком направлении развивается творческая личность. Иногда, когда задаю себе вопрос, а что я умею, с одной стороны, я не могу даже на него ответить, потому что я не умею сидеть на работе с 9 до 6, с другой стороны, я умею работать без выходных, без порой отпуска, без каких-то праздников и дней рождений. Поэтому я думаю, что в планах, разумеется, много песен для белорусских исполнителей и, надеюсь, для тех российских исполнителей, с которыми на сегодняшний день уже ведутся переговоры. Цікава, а якую ж музыку слухаюць удзельніцы гурта па-за межамі Дома культуры? Наогул я люблю вясёлую
музыку, якая падобна да народных, вось, на матыў народных. А я люблю Кадыша, он с народными ее песнями и задорными, веселыми. Слухаем мы наших белорусских выканаўцаў. И Хлестов нормально подобается, и Афанасьева подобается, и Тамела. А вось у меня старенькие бацькі. И як яны, так и я вельми любим беседу. В автомобиле звучит музыка совершенно разная, от Рахманинова до Депеш Мод. Что попадется, я редко слушаю радиостанции, чаще всего это или флешки, или диск специально подготовленный. Другой вопрос, что иногда просто лень записывать много раз те самые диски. Но есть один очень важный момент. Я не слушаю, принципиально не переслушиваю по много раз те песни, к которым имеют отношение, к которым писала текст или там участвовала в создании той или иной композиции. То есть вот оно создано, и в какой-то степени оно забыто, чтобы не замыливалось ухо. Ветер с поля, хвали з мора, ой, да довела любовь до гора, от любови свет кружится, ой, да на плечо ров садится. Ой, ты, орол сизокрылый, ой, да скажи правдочку, где мой милый, а твой милый на работе, ой, да на литейном, на заводе. Шо ж вон робить поробляє, ой, да медные трубы выливає. Ой, пошла парочка по заводу, ой, пошла Неславочка по народу. Пошла Неславочка по народу, дай на то девчиночку, шо без роду. З даўніх часоў вёска Запясочча складалася з некалькіх частак. Яны маюць свае гістарычныя назвы. Заятелье, паводле падання, тут пасяліліся людзі, што прыйшлі з-за ракі Яцель. Дварэц, высокае месца, дзе знаходзіўся замак пана. Ладыча поле, жыў калісьці ўладыка. Лука, Берыкава ды Масток. Мы ў вёсцы Запясочча Жыткавіцкага района. Слухаем чароўныя народныя песні ў выкананні тутэйшага фальклорнага калектыву. Напомню, что в проекте «Наперед у минулое» Ольга во второй раз, но впервые в одиночку. Как именно она выбирала песню для себя?
А выбрать эту песню было очень легко. Ну, во-первых, она, про любовь, потому что я не хотела петь про грибы, ягоды и славянские праздники. Б, она про кавалера. И С, про кавалера высокого роста. Чего еще мне нужно было желать? Ой, под мостом, расцветал короста. Люблю я того кавалера, что высокий ростом. Люблю я того кавалера, что высокий ростом. Не одна я люблю, любит моя мать. С ним стояла, ой, да у садочка, одной ножки знати. С ним стояла, ой, да у садочка, одной ножки знати. Ой, як же мимо сіра, не встати. Вырвать, ой, да Василечки, след позамятать. Вырвать, ой, да Василечки, след позамятать. А мать старенька раненя не встала. Вырвала, ой, да Василечки, след позамятала. Вырвала, ой, да Василечки, след позамятала. Ой, под мостом, расцветал короста. Люблю я того кавалера, что высокий ростом. Люблю я того кавалера, что высокий. Вось так цёпла сустрэлі нас на Жыткаўшчыне. Песні спетыя, словы сказаныя. І я мушу з вами развітацца до наступнага разу. Вы ж вяртайцеся ў мінскую студыю. Теперь старинная белорусская песня звучит по-новому. Слушайте «Ой, под мостом, мостом» в исполнении Ольги Рыжиковой. А я же говорю вам пока. До следующего раза. Ой, под мостом, растет травка роста.